В Ухтинской городской больнице завершают установку кислородной станции. Пробный запуск запланирован уже на завтра. В полную силу оборудование заработает после Нового года. Подробности у Виктории Науменко. В этом небольшом блоке 12 на 3 метра размещается оборудование, которое будет обеспечивать кислородом всю Ухтинскую больницу, за исключением инфекционного отделения. 2 линии. Каждая линия вырабатывает по 500 литров в минуту кислорода. Соответственно, который пойдет, наши корпуса, которые здесь расположены, это пойдет туда. Станция производит кислород из воздуха. Производительность оборудования 1000 литров в минуту. Его подключили к уже установленной в больнице кислородной системе. Ценный ресурс будет подаваться круглосуточно. А это уже кислород, где готовый. И ресивер на улице там тоже запасной. И уже подается на центральную систему и больницу. Площадку для кислородной станции в больнице подготовили еще в сентябре, когда стало известно о том, что на закупку этого долгожданного оборудования поступит 32,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Блок с монтированным оборудованием привезли уже в готовом виде. Оставалось только подключить его к коммуникациям. Проведены работы по прокладке кабелей, как вы видите, в станцию. На завтра у нас планируются пусконаладочные работы. Также у нас субподрядная организация прокладывает магистраль, которая будет идти с основного нового кислородохранилища. У нас будет подаваться кислород на наше отделение, где в настоящее время проходит лечение больных COVID-19. Пока больницу обеспечивают кислородом 2 газификатора, которые работают на жидком кислороде. Его приходится возить из Кирова цистернами. Это не очень удобно, поскольку жидкий кислород стоит дорого. Ежедневно больнице необходимо 2,5 тонны кислорода готового, в пандемию еще больше. У нас стоят 3 кислородных газификатора. Каждый газификатор объем имеет 3,5 тонны. То есть мы одномоментно можем получить 10,5 тонн жидкого кислорода. Этот жидкий кислород газификатором превращает в газообразное состояние и таким образом подается. Но это очень дорогое удовольствие. Появление кислородной станции существенно снизит нагрузку на газификаторы. Всего же в Коме в 2022 году планируют закупить еще 6 промышленных концентраторов производительностью более 1000 литров в минуту в Воркутинскую инфекционную больницу, Интинскую горбольницу, Печорскую ЦРБ, Усинскую ЦРБ, Республиканскую инфекционную больницу и городскую больницу Эжвинского района. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.